Здравствуйте! Вы смотрите «Итоги недели». Я Бакай Чермашев и мои коллеги расскажем о самых заметных событиях минувшей семидневки. Итак, сегодня в выпуске. В настоящий момент все пропускные пункты закрыты. Для граждан третьих стран все пункты пропуска работают в прежнем режиме. Узбекистан в одностороннем порядке выдвинул на границу с Кыргызстаном бронетехнику и армейские грузовики. Узбекистан на сегодняшний день имеет право проводить эти мероприятия в связи с международной обстановкой, которая складывается вокруг ИГИЛ и вокруг Афганистана. Свои действия узбекские пограничники объяснили празднованием Науруза. Ситуация стабильная, но напряженная. С двух сторон стоят по 2 БТР и не более 80 солдат. В ответ на действия узбекских властей кыргызские пограничники выставили бронетехнику и дополнительные войсковые подразделения. Ни одного метра мы Узбекистан не отдадим. Самая длинная совместная граница до сих пор предмет спора и конфликтов. На кыргызско-узбекской границе 300 километров несогласованных рубежей и 58 спорных участков. Оппозиция снова пытается использовать для своих целей протестный потенциал, на этот раз пограничный. Как выяснилось, оппонентам власти практически нечего предъявить в свою пользу. Против тех, кто против. Молодежь и предприниматели высказались за стабильность и общественное спокойствие. Страна устала от массовых акций протеста, митингов и беспорядков. Болеем за наших. Сборная Кыргызстана по футболу едет в Душанбе, чтобы сразиться с таджикской командой. Перед матчем кыргызские футболисты провели публичную тренировку. Эту неделю для Кыргызстана без всякого сомнения можно назвать крайне насыщенной на события. Митинг оппозиции в Аксы в Джалалабадской области вблизи кыргызско-узбекской границы стал импульсом ко всеобщему возбуждению, так характерному для весеннего Кыргызстана. Но об этом мы поговорим чуть позже. Для начала о ситуации, которая возникла на несогласованном участке границы в местности Чаласарт. Еще 18 марта Узбекистан ввел 2 бронетранспортера и 40 солдат на нейтральную территорию, при этом закрыв контрольно-пропускной пункт Маданият автодорожный и ограничив проезд кыргызских граждан на КПП Достук. Кыргызстан ответил закрытием для граждан Узбекистана пропускных пунктов Баймак, Кенсай и Кадамжай. Вместе с этим на границе появилась и наша бронетехника. В официальном сообщении погранслужбы отмечалось следующее. В связи с действиями узбекской стороны предприняты адекватные меры по обеспечению пограничной безопасности в местности Чаласарт. На данном участке границы в настоящее время от пограничной службы Кыргызстана выставлены 2 БТР и спецподразделения. Что значит адекватные меры? Кыргызские пограничники действовали зеркально, ровно настолько, как поступили узбекские пограничники. Дело в том, что согласно существующим договоренностям между 2 республиками, на неописанных участках территории военнослужащие и бронетехника появляться без согласования другой стороны не имеют права. Если такое происходит, то это должно быть оговоренные действия по совместному патрулированию и охране границы. Это сделано для того, чтобы ни Узбекистан, ни Кыргызстан не провоцировали друг друга и не допускали каких бы то ни было конфликтов на оспариваемых территориях. К слову, кыргызско-узбекская граница по-прежнему остается самой спорной практически на всем протяжении. Со всеми другими нашими соседями Кыргызстану уже удалось договориться. Даже самые сложные переговоры с Таджикистаном за последний год значительно продвинулись вперед. Официальный Ташкент пока хранит молчание. Ситуация на границе с Узбекистаном остается стабильной, но без изменений. Об этом сегодня сообщила Государственная пограничная служба Кыргызстана. Переговоры ведутся, однако узбекская сторона по-прежнему немногословна. Напомним, 18 марта на одном из неописанных участков кыргызско-узбекской границы Узбекистан выставил по 2 бронетранспортера и КАМАЗа, а также военнослужащих. После долгого молчания Комитет по охране государственной границы СНБ Узбекистана распространил информацию о том, что Узбекистан усилил охрану границы с Кыргызстаном из-за подготовки к празднованию Норуз. Мы уже несколько раз проводили переговоры, отправили заявление письменное о том, чтобы они убрали с несогласованного участка государственной границы свою боевую технику и личный состав. Но ответа пока официального нет, мы ждем. В настоящий момент все пропускные пункты закрыты. Для граждан третьих стран все пункты пропуска работают в прежнем режиме.
Заявление узбекской стороны о том, что военная техника находится на территории Узбекистана, противоречит реальному факту, сообщает погранслужба. Тем временем в экспертном сообществе звучат всевозможные версии о причинах такого поведения соседа. Узбекистан как государство не входит в ОДКБ, Организация коллективной безопасности и сотрудничества. Мы входим в эту организацию. И эта организация имеет свои институты, которые обеспечивают анализ ситуации, проводят мероприятия по обеспечению безопасности, информационной безопасности, военной безопасности. Поэтому Узбекистан на сегодняшний день имеет право проводить эти мероприятия в связи с международной обстановкой, которая складывается вокруг ИГИЛ и вокруг Афганистана. Бывший сотрудник спецслужб Максат Мамытканов полагает, что соседняя республика обеспокоена вестями о том, что в Кыргызстане на 24 марта планируется очередная оппозиционная акция протеста. Не дай бог, если обратно что-то произойдет, куда побегут узбекское население Кыргызстана? Обратно в Узбекистан побежит. Обратно та же самая проблема возникнет с беженцами, вынужденными переселенцами, которые было в 2010 году. То есть таким образом Узбекистан, выдвигая на спорную территорию свои войска, дает понять нашим, что не дай бог что-то произойдет, мы будем принимать очень жесткие, адекватные меры. При этом между Кыргызстаном и Узбекистаном имеется соглашение, где сказано, что ни одна из сторон не может входить на спорную территорию с военными и военной техникой. Узбекистан такими провокационными действиями нарушает не только двустороннее соглашение, но и международные нормы, говорят юристы. Такой поступок соседа равносилен нарушению госграницы, поэтому Кыргызстан может обратиться в соответствующие международные инстанции. Если действительно будет доказана вина узбекской стороны в данном случае, то предусматриваются экономические санкции, экономическая блокада и так далее. Предусматриваются и другие санкции, это уже введение коллективных войск, введение согласованных вот этих вооруженных сил. На сегодняшний день практически вся пограничная территория с Узбекистаном считается спорными участками. Такая ситуация остается замороженной на протяжении уже более 20 лет. А пока вопрос делимитации и демаркации границы не решится, подобные конфликты будут возникать, уверены эксперты. Конфликты на спорных участках могут возникать по разным, в том числе и бытовым причинам. Это и неразделенные пастбища, водные ресурсы, проблемы с беженцами. Конечно же, лучше всего решать такие моменты на дипломатическом уровне, при этом не забывая хорошо известную истину: хочешь жить в мире, будь готов к войне. Джазгуля Гимбердиева, Рамазан Сушанло, Вести Бишкек. Из Бишкека или из любого другого города или района хронология пограничных событий выглядит совсем по-иному, чем если бы мы были на месте. Каждый раз, когда ты не очевидец событий, тебе легко рассуждать о том, что там на границе, кто прав, кто виноват и что делать. Между тем, главные действующие лица практически всех приграничных конфликтов в истории Кыргызстана – это местное население. Вспомните, как 1,5-2 года назад практически ни один месяц не обходился без информации о том, что на сопредельных с Таджикистаном территориях с пугающей периодичностью возникали стычки между жителями сел Кыргызстана и Таджикистана. В некоторых случаях доходило до применения оружия и, к сожалению, до человеческих жертв. Количество конфликтов выросло до такой степени, что многие стали говорить о том, что в Баткенской области идет почти гражданская война. Властям двух государств хватило воли, чтобы начать переговоры, но главное добиться результатов, удовлетворяющих обе стороны. Межправительственная комиссия определила спорные участки, способы и методы, каким образом можно провести границу между двумя соседними республиками. После этого местное население вздохнуло свободнее, потому что была ликвидирована почва, на которой возникали приграничные конфликты. Местные жители стали спокойнее ездить через таджикские села, люди стали терпимее относиться друг к другу. В случае с Узбекистаном практически та же история. Жители анклавов Сох, Шахимардан и эксклава Барак были бы благодарны властям обеих стран, если бы все приграничные проблемы были бы решены как можно скорее. Ведь этим людям жить во многом помогает приграничная торговля, прежде всего сельскохозяйственными товарами. Приграничные рынки наполнены овощами, фруктами, зеленью и пряностями, которые на юге есть в изобилии. И чем спокойнее на границе, тем больше шансов, что дикани смогут продать свой товар. Но пока, к сожалению, не все так, как хотелось бы видеть. Согласно последней информации, узбекская сторона отвела свою технику с границы. Вместе с этим появилась надежда, что теперь двусторонние переговоры по делимитации государственных рубежей возобновятся.
С противоположных сторон по 2 бронетранспортера, а рядом военные. Местность Чаласар Джалалабадской области сегодня мало чем отличается от зоны военных действий, развернувшихся на небольшом клочке ничейной территории. Ее общая площадь составляет 50 гектаров. Именно эта земля является одним из спорных участков на границе Кыргызстана с Узбекистаном. На сегодняшний день блокпосты продолжают функционировать. Прежде чем пройти через эту дорогу, узбекские пограничники проверяют наши паспорта. Без этого не пропускают. Узбекские пограничники также продолжают требовать с нас паспорта. Надо сказать, что со вчерашнего дня их грубое и резкое отношение усилилось. Из-за плохих погодных условий и тумана снять на камеру место, где расположились узбекские пограничники, не удалось. Однако из съемок, сделанных скрытыми камерами, можно увидеть, что по ту сторону находятся не менее 20 вооруженных военных. Почти столько же людей постоянно дежурят и с нашей стороны. Надо отметить, что кыргызские пограничники не обделены вниманием местных граждан. Последние активно интересуются происходящими событиями, поддерживают солдат и помогают им продуктами питания. Местность Чаласарт, где расположились узбекские военные, находится в фактическом пользовании Кыргызстана. 18 марта текущего года соседняя республика выставила блокпосты и завезла туда военную технику по 2 бронетранспортера и армейских грузовика. С тех пор прошла неделя. Между тем, гражданские активисты и эксперты по пограничным вопросам призывают не поддаваться провокациям и решать проблему на дипломатическом уровне. И вместе с этим они отмечают, пока не решатся вопросы делимитации и демаркации, на границе будут иметь место подобные конфликты. Я призываю всех граждан Кыргызстана к единству, к спокойствию, так как на границе мы сами видим, что стабильная обстановка относительно. С 2 сторон стоят по 2 БТР и не более 80 солдат. Напомним, общая протяженность границ между Кыргызстаном и Узбекистаном составляет 1378 километров. Из них не описаны более 320 километров, а это 58 несогласованных участков. И каждый из них – это спорная территория, а значит возможный двусторонний конфликт. Джазгули Гимбердиева, Улукбек Кутманбаев, Адилет Марсбеков, Вести Бишкек. Граница Кыргызстана с Узбекистаном самая протяженная по длине, если сравнивать все государственные рубежи, которые мы делим со своими соседями. Почти 1400 километров, из которых около 300 километров до сих пор не делимитированы. На всем протяжении этого отрезка есть 58 спорных участков, претендует на которые каждая из сторон. Если говорить о правовой основе вопроса, то для каждой стороны она разная. Это, кстати, одна из причин, почему мы до сих пор не можем найти с нашими соседями компромисса по приграничным территориям. Узбекистан все свои доводы отсылает к документам 1924-27 годов, когда было проведено национально-территориальное размежевание между двумя государствами. Кыргызстан за правовую основу берет документы паритетной комиссии 1955 года, составленные правительствами соседних республик. Но вместе с этим не стоит забывать, что эти документы были действенными лишь на бумаге, из-за того, что во времена Советского Союза народное хозяйство было общим, и многие вопросы решались исходя прежде всего из решения главной задачи – сбора урожая, будь то хлопок, зерно или овощные культуры. Именно поэтому многие земли были поделены между соседними колхозами, в частности узбекскими и кыргызскими, как поливные или пахотные, но не как государственные. И уже потом, когда каждая из бывших союзных республик стала суверенной страной, эти самые размежевания понемногу стали превращаться в настоящие границы. Отсюда и много споров, потому что по документам здесь или там должна быть наша территория, а Узбекистан настаивает, что та или иная земля уже долгие годы их собственность. Именно поэтому у нас с узбекской стороной самое большое количество анклавов и эксклавов, что лишний раз свидетельствует о неразберихе в территориальном вопросе. Усугубляет ситуацию тот факт, что двусторонние переговоры уже давно застыли на одном месте. С 2010 года межправительственные комиссии ни разу не встречались, чтобы обсудить проблемы спорных участков. Аналитики видят в этом некий рычаг давления на Кыргызстан, политика властей которого не всегда устраивает официальный Ташкент. До недавнего времени Узбекистан в качестве инструмента политического воздействия использовал газовый кран. К счастью, этот вопрос решен, теперь осталось избавиться от другой возможности давления на Кыргызстан – решить территориальные споры. Мы ни одного метра, вот и наш президент говорит, и премьер говорит, и мы, члены делегации комиссии, говорим, ни одного метра мы Узбекистан не отдадим.
Согласно этой позиции, до сегодняшнего дня ни один из несогласованных участков на границе Узбекистана с Кыргызстаном не был передан второй стороне на проигрышных условиях, в том числе и гора Ункурто в Аксайском районе. Об этом сегодня на срочной пресс-конференции сообщили представители аппарата правительства. Напомним, накануне в интернете были опубликованы материалы о том, что вышеуказанный спорный участок передан Узбекистану. В связи с этим телевышку, находящуюся там, якобы намерены переместить на другое место. Общая протяженность границ между Кыргызстаном и Узбекистаном составляет 1378 километров. Из них не делимитированы более 320 километров, а это 58 несогласованных участков. Между тем, согласно соглашению от 1992 года, после распада СССР все объекты, которые были построены во время Союза, должны быть собственностью того государства, где они фактически расположены. По информации правительства, на сегодняшний день Узбекистан принял на свой баланс все подобные объекты, а когда Кыргызстан начал проводить аналогичную работу, они запротестовали, выставляя на неописанные участки бронетранспортеры и военных, что равносильно вторжению на территорию республики. По инициативе, узбекской стороны временно сейчас приостановлено проведение, переговорного процесса по делимитации межгосударственной границы. В прошлом году, мы 4 обращались к ним. По остальным участкам, продолжить работу по уточнению прохождения линии границы. Но до сих пор мы ответа не получили. Кыргызская сторона готова на всех уровнях, на рабочих, на правительственной делегации, на уровне межправ комиссии готов, провести переговоры. Но встречного шага еще мы не видим. Однако, несмотря на такую неоднозначную позицию соседнего государства, Кыргызстан должен продолжать делать шаги навстречу к Узбекистану в целях разрешения вопросов делимитации и демаркации. Ведь это прежде всего в интересах нашего государства и народа, считает бывший председатель правительственной делегации по пограничным вопросам Саламат Аламанов. Пограничные вопросы – это вопросы, которые должны решиться один раз и навсегда. Просто необходимо, не прерывая, приглашать на переговоры и при этом предлагать какие-то решения свои. Они могут быть неприемлемыми, но тем не менее это уже будет шаг, который наша сторона предлагает для решения этого вопроса. И, возможно, другая сторона будет на это давать свои ответы, как предложения. И может это сдвинуться с мертвой точки. Спорные участки между Кыргызстаном и Узбекистаном – это стратегически важные объекты. При их разделе Узбекистан опирается на документы 1925-27 годов, а Кыргызстан – на документы 1958 года. Тем временем каждый из неописанных участков остается уязвимым. Сегодня кыргызское общество становится свидетелем конфликта, угрожающего безопасности целой страны. Между тем, пока решатся вопросы делимитации и демаркации, ни один из несогласованных участков не застрахован от возникновения таких опасных моментов, уверены аналитики. Джазгули Гимбердиева, Телек Асхатбеков, Вести Бишкек. Как только стали распространяться слухи о том, что оппозиция собирает свой очередной курултай, в обществе стали все чаще звучать вопросы о возможности новой революции. Если классифицировать их, то все мнения можно разделить так: опасения, вопросы и аналитика. Проще говоря, народ стал куда более разборчивым в том, что ему пытаются преподать как проблемы, мешающие хорошо жить людям. Если 2 предыдущих раза протестный потенциал был настолько высоким, что его хватило для свержения существующих режимов, то в этот раз почвы для революционных настроений, откровенно говоря, нет. В стране, безусловно, есть вопросы, ответы на которые хотелось бы получить, например, чтобы узнать, правильно ли тратятся бюджетные деньги, как искоренить коррупцию, как обеспечить всех работой и так далее. Этот список можно продолжать, но, объективно говоря, сегодня от этих проблем не защищена ни одна, даже самая процветающая страна. И то, что у нас есть нерешенные задачи, должно заставлять нас думать о том, как с этим справиться, а не тупо кричать о том, что во всем виновата власть. Ради эксперимента можно сравнить прозрачность работы парламента и правительства хотя бы 5-летней давности. Даже поверхностного взгляда достаточно, чтобы понять, что Кабинет министров, депутаты различных уровней, в том числе и республиканского, различные ведомства и организации стали гораздо доступнее и ближе обычным гражданам. Безусловно, есть еще масса нерешенных проблем, но, как говорится, дорогу осилит идущий. Тем более, что идти еще очень долго, ведь события 2005 и 2010 годов отбросили
отмотали нашу страну далеко назад в экономическом развитии. И поэтому сегодня лучшая возможность улучшить нашу с вами жизнь, помня уроки прошлого, уверенно идти вперед. К счастью, большая часть населения воспринимает нынешнюю ситуацию, раздуваемую оппозиционерами, именно как провокацию, направленную на дестабилизацию общественно-политической обстановки. Народ стал мудрее, хотя все еще есть люди, которые верят реакционным политикам. Государственный комитет нацбезопасности подтвердил подлинность этой аудиозаписи. Разговор между несколькими мужчинами, предположительно лидерами оппозиции, где обсуждаются планы предстоящей акции протеста. Якобы голоса принадлежат оппозиционным политикам Бектуру Асанову, Куанычбеку Кадырову, Азимбеку Бекназарову и Дулату Турдуналиеву. Однако последние в одностороннем порядке заявляют, что запись смонтирована в пользу нынешней власти. Во-первых, это фальсификация, я могу уверенно сказать. И, во-вторых, там видно, что это там монтаж. В-третьих, они нарушили мои конституционные права. Они не имели права без санкций суда записывать. Сегодня же еще один оппозиционный лидер Азимбек Бекназаров сделал заявление о том, что ранее назначенный на 24 марта Курултай в связи с нестабильной ситуацией на границе Кыргызстана с Узбекистаном передвигается на неопределенное время. Оппозиция сегодня проявила свою зрелость. То, что она отказалась на сегодня, уже сделала вроде бы заявление о том, что она не будет проводить митинги, курултаи. Судя вот это решение, которое приняло, если не учитывать вчерашние телефонные разговоры, то я считаю, что среди них есть все-таки, оказывается, здоровые силы. Политологи предполагают, что если даже состоятся очередные оппозиционные акции протеста, то масштабного характера они иметь не будут. Ведь для так называемого переворота нужны политические и экономические условия, а сейчас их нет, так же, как и очевидных предпосылок для очередной тюльпановой революции. Причина одна – оппозиция хочет прийти к власти. Ни народ сегодня не готов к этому, и оппозиция не готова для того, чтобы поднять народ. Мы же уже пережили 2 революции, 2 таких тяжелых, трагичных вещей, да? И, наверное, в генетической памяти нации, народа уже это что-то сложилось, да? Что лучше это делать на законном поле, да? При этом эксперты отмечают, что наличие оппозиции необходимо, но при условии, что она будет иметь конструктивный характер. А организация мирных митингов – это конституционное право граждан Кыргызстана. Другое дело, что люди стали больше понимать, что акции протеста, организованные оппозиционными политиками, на самом деле решают их личные цели, а не всенародные. Джазгуль Гимбердиева, Рамазан Сушанло, Вести Бишкек. Удивительное дело. Нынешние оппозиционеры, когда говорят о том, что их главная цель – улучшить жизнь простого народа, думают, что этого можно добиться исключительно одним путем – свергнув действующую власть. Ну и, конечно, обязательно второе условие – к власти должны прийти они. Давайте оставим борьбу за кресло, будь то президентское, премьерское или депутатское, на откуп политикам. Поговорим о другом, хотя, на мой взгляд, более важном и главном, чем политическая конъюнктура. О просьбах и мыслях обычных людей, которые, обращаясь к оппозиционерам, власть придержащим, да и к таким же простым гражданам, как они, говорят о важности, стабильности и спокойствия в стране. На минувшей неделе об этом говорили многие, но во всеуслышание заявили представители молодежи и предприниматели. Представители каждого из этих сообществ приводили в свою пользу собственные аргументы, и нужно сказать, что не услышать этих людей нельзя. Молодые люди говорили о том, что в стране мало-помалу стала налаживаться жизнь. Юноши и девушки имеют все условия для получения образования, карьерного роста и создания семьи. Появилась возможность прогнозировать свое будущее, прикладывая усилия для воплощения всех надежд и мечтаний. Наконец, стал возрождаться патриотизм и чувство гордости за процветающий Кыргызстан. Предприниматели говорят о стабильности, применяя совсем другие понятия и термины, но суть их практически одинакова. Хорошая жизнь невозможна без крепкой и устойчивой экономики. Кыргызстан, к сожалению, не располагает огромными природными и материальными ресурсами, чтобы высокий доход на душу населения позволял смотреть в будущее без тревоги. Именно поэтому, если люди решились открыть свое дело, им нужно в этом помогать, ведь тогда бизнес, тем более малый и средний, может стать прочной основой для дальнейшего экономического развития. Но революционные события все эти усилия снова могут свести к нулю. Именно поэтому здравомыслящие люди голосуют за стабильность и спокойствие.
Нужны ли нам митинги и массовые акции протеста? Одни говорят, что да, поскольку страна живет по демократическим принципам, и каждый волен говорить то, что хочет. Другая сторона, наоборот, утверждает, что если и без протестных акций нам не обойтись, то главное, чтобы подобные явления проходили исключительно в рамках закона. Если это мирные митинги, которые преследуют какие-то конкретные цели, то, думаю, в этих митингах нет ничего плохого. Конечно, если это митинги, которые перерастают в революции, я против этих движений, этих действий. Потому что, во-первых, да, вот инвесторы, они боятся опять приезжать к нам в страну, вкладывать какие-то дела, какой-то бизнес определенный. А еще лучше, если бы противоборствующие стороны научились решать споры путем диалога, не прибегая к крайностям. Тем более опыт прошлых лет наглядно показал нам, что любая нестабильность в обществе серьезно бьет по инвестиционному имиджу страны. Без основания создавать вот такие напряженные ситуации – это на руки только врагам нашей республики, врагам народа. Или люди недальновидные стараются через создание хаоса, через создание неспокойной обстановки создать для себя иметь для себя какие-то выгоды. В то же время нельзя не забывать и о политическом аспекте. Кыргызстан расположен в самом сердце Центральной Азии. Этот регион мировые аналитики называют пороховой бочкой. Достаточно только искры, и хаос обеспечен. То есть те же самые митинги и революции являются одним из ключевых факторов в разжигании большого костра нестабильности, последствия которого будем пожинать не только мы, но и наши соседи, отмечают эксперты. Таджикистан. Вот там, да, они с митингом постепенно начали, значит, это почему начали? Они рвались к власти. Вот в итоге, значит, гражданская война. Трупы на улице лежали, раздирали собаки. Вот. Это все видел простой народ. Вот когда мы с ними беседуем, говорят, нам не надо, говорят, никаких митингов, никаких беспорядков, говорят, никаких революций, говорят. Сейчас идет рост, говорит, благосостояния народа, говорят. Вот. Нам нужен, говорит, мир, говорят. В условиях мирового кризиса, когда экономика страны и без того переживает нелегкие дни, любые негативные проявления не к месту. Это понимают как представители власти, это понимает и простой народ. Бизнес любит тишину и порядок. Это та самая формула, которая идеально описывает пожелания бизнесменов и требования инвесторов. Эту истину знают те, кто занимается предпринимательской деятельностью и искренне ценит такое понятие, как стабильность. Это основа развития государства, предприятия и каждого человека. Конечно, Кыргызстан – это страна, где прежде всего доминируют демократические принципы, но демократическими они перестают быть тогда, когда кто-то, используя эти нормы в своих целях, отодвигают на второй план экономические и политические аспекты, вследствие чего страдает прежде всего простой народ. Как бы там ни было, но наше государство все же делает, хоть и маленькие, но уверенные шаги на пути своего поступательного развития. А значит, какие-либо попытки со стороны остановить этот процесс просто неуместны, считают аналитики. Медарбек Мамбеталиев, Нурлан Асхатбек-Улу, Вести Бишкек. 29 марта сборная Кыргызстана по футболу сыграет в Душанбе заключительный матч отборочного цикла чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России. К сожалению, для нашей сборной эта игра, применительно к турнирному положению, ничего не изменит. На Мундиаль мы не едем, пропустив вперед Австралию и Иорданию. И тем не менее, в группе мы заняли 3-е место, что для отечественной дружины очень высокое достижение. Хотя, по словам специалистов, которые наблюдали за игрой сборной Иордании, игра наших футболистов была ничуть не хуже. Но все же опыта кыргызским спортсменам не хватило, чтобы собраться с духом на решающие игры. Но согласитесь, без игр на таком уровне опыт сам собой не появится. Его нужно получать во встречах с сильными соперниками, и один из них – Австралия. Неудивительно, что на матч в Бишкеке собрался полный стадион людей, которые пришли поболеть за наших ребят. К слову, австралийская сборная чемпион Азии, а это очень дорогого стоит. Сейчас весь отборочный цикл почти позади, и у нас в остатке только положительные эмоции. Несмотря на обидные поражения, игра сборной по футболу однозначно стала лучше и качественнее. У ребят появилась уверенность и желание играть за главную команду страны, ведь это престижно и патриотично. Вместе с этим эффективная работа была проведена и Федерацией футбола страны, которая в последние годы вплотную занялась развитием спорта номер 1 в мире, выводя его на новый уровень в Кыргызстане.
Совместная работа футбольного менеджмента и стремление молодых спортсменов быть лучшими на зеленом газоне приносит свои плоды. И что особенно отрадно, уверенность в кыргызских спортсменах привлекает в ряды фанатов все больше жителей республики. Поболеть за наших теперь хотят все, и футболисты это чувствуют и понимают. Именно поэтому, чтобы быть ближе к болельщикам и зрителю, в сборной решили провести некий социальный эксперимент, своеобразную пиар-кампанию. Футболисты провели публичную тренировку не на стадионе, а на столичном бульваре Иркиндик. И, нужно сказать, мероприятие имело большой успех, прежде всего у поклонников нашей футбольной дружины. Футбол – это спорт номер один в мире. У этой увлекательной игры миллионы поклонников по всей планете. И Ахматбек не исключение. Несмотря на свой юный возраст, мальчишка не пропускает ни одной игры национальной сборной по футболу и мечтает в будущем стать частью этой спортивной семьи. В памяти у мальчонки все интересные моменты игры сборной. С Таджикистаном, когда играли, там ничья была из-за судьи. Когда Tego травму получил, и судья на это внимание не обратил, и гол забили. Ты вообще будешь футболистом? В сборную хочешь попасть? Да. Что ты для этого сделаешь? Тренироваться. Члены сборной Кыргызстана по футболу решили порадовать горожан. Они провели небольшую разминку в одном из центральных парков столицы, на что пришли посмотреть большое количество фанатов. Разминка перешла в игру с прохожими. Фрагмент игры в городских условиях не случайность. Как пояснил член сборной, цель их выхода в центр Бишкека – это привлечь внимание как любителей футбола, так и простых прохожих, и при этом развеять миф о том, что в Кыргызстане не имеет играть в этот вид спорта. Так как у нас считают то, что кыргызы не умеют в футбол играть, и в этом году мы это показываем, то, что есть кыргызский футбол, он будет расти благодаря Федерации футбола, благодаря нашему государству. И связано с этим мы популяризируем футбол, чтобы все занимались футболом, любили футбол и поддерживали свою страну, свою команду. У отечественной сборной есть и свой фан-клуб, который образовался 2 года назад. Парни там серьезные. Все молодые люди спортивного телосложения и тоже следят за судьбой любимой команды. Сейчас фанатеемся, на все матчи ходим, на все мероприятия, мы все сами собираемся, потом все матчи посещаем. Вот на развитие футбола у нас развивается футбол последние 2-3 года. Он очень хорошо развивается. Нам нужны, наверное, для развития только стадионы, клубы. Среди фанатов, как казалось, мужской игры есть и представители прекрасного пола. С раннего детства Аима увлекается футболом и привил ей эту любовь отец, играя с ней в свободное время. Получив автографы игроков сборной, девушка почти расплакалась. Вообще не думала, что сегодня приду сюда, но вот так вот получилось, что я отпросилась даже с уроков, пришла, взяла эти автографы. Моя мечта сбылась. Да и наш юный герой от встречи со своими кумирами потерял дар речи, радуясь тому, что получилось не только пожать им руки, но и сыграть в мини-футбол. Какое впечатление? В шоке был. В шоке от чего? То, что сюда сборная пришла. Отечественная сборная по футболу готовится к серьезной игре. 27 марта команда вылетит в Душанбе, где состоится игра между Кыргызстаном и Таджикистаном в рамках отборочного цикла к чемпионату мира. Игра начнется 29 марта в 19:00 по местному времени. Нурис Алмбаев, Тлейк Асхатбеков, Вести Бишкек. Такой была минувшая семидневка глазами наших корреспондентов. Мы встретимся с вами через неделю, чтобы снова рассказать о самых заметных событиях. Меня зовут Бакы Чермашев. До свидания и до встречи в эфире. Он 18 март күнү саат 7:30 чамаларында Жалал-Абад облусундагы Кербен-Алабука жолунун чек арадагы Такталелек бөлүгүнө Өзбекстандан 40 чек ара кызматкери кирип келип, 2 БТР жана 2 КАМАЗ унаасын токтотуп койгон. Ага карата Тышкы иштер министрлиги Ташкентке нота жөнөткөн. Андан көп өтпөй кыргыз тарап ал жакка чек арачыларды койгон. Өзбек маалымат булактары өзбек күч түзүмдөрүнүн маалыматы катары шилтеме жасап, бул аракеттин Орус майрамына карата чек ара бекеттерин коргоо ниетин билдирген. Бирок азыркыга чейин расмий себебин так айта элек. Мамлекеттик чек ара кызматы Өзбекстан менен күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөп жатат. Ушул турушта биз
өзбек тарап менен сүйлөшүүлөрдү токтоткон жокпуз. Сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Мындан сырткары жергиликтүү элдер менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Кыргыз тарап чегарачылар деңгээлинде өзбек тарап менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканын билдирүүдө. Бүгүн премьер Темир Сариев Ала Бука районунун тургундары менен кездешип, жарандарды чагымчылыкка алдырбоого чакырып, маселе дипломатиялык жол менен чечилерин, бирок Кыргызстандын 1 сантиметр жери дагы эч кимге берилберин шартана кылды. Бул жагынан дагы биз эске алышыбыз керек. Өзбекстандын мындай аракеттери коомчулукта чоң талкууну жаратып, кыргызстандыктардын нааразылыгын туудурууда. Серепчи Темирбек Кошоев өзбек тараптын тактал элек чегара аймагына курал кармап кирүүсүн терроризмден коргонуу үчүн болуш керек деп жоромолдойт. Менин оюмча ОДКБга кирбегендикке биз Кыргызстан болсо ОДКБга киребиз. Анын өзүнүн институттары бар. Алар ошолордун Афганистанда болуп аткан террористтик организациялардын анализтерин кылып турат да. Азыркы убакта Өзбекстан биздин жарандарды киргизбей атат и өзлөрүнүн жарандарын да бизге чыгарбай атат. Мүмкүн өзүнчө бир военный пландарын ишке ашырып жатышат. Бирок айрымдар такыр башкача болжолдошууда. Дагы бир эксперт Максат Мамытканов Өзбекстан Кыргызстан бийлигине жана оппозициясына атай бир белги көрсөттү дейт. Оппозициянын аксыда өткөрүп жаткан нааразылык акциясын эске алып, эгерде кандайдыр бир тополоң болуп кетсе, Өзбекстан тарапка качкындар агылып кетпесин алдын алууда деген жоромолдор бар. Аксы тараптагы чегараны тандап алганы да бекеринен эмес. Эгерде ошондой кайра кырдаал түзөлүп калса, анда биз кандай кылышыбыз керек? Ошон үчүн ошондой болбос үчүн алар алдын ала айтып коюп атат. Биз деген чегараны мынакей, биздин деген сүйлөшүлбөгөн жерлер бар. Биз деген ошол жака аскерлерди жылдырганыбыз мынакей Ноорузун алдында биз деген коргонууга кирип атабыз деп. Блокпостторду коюп, текшерүүнү күчөтүп атабыз деп. Муну деген туура түшүнүш керек. Ал эми юристтер кандай болгон күндө да өзбек тарап эл аралык нормаларды бузганын жөө келтирүүдө. Биринчиден талаш чегарага кирип келүүгө эч кимдин акысы жок болсо, экинчи тараптан Кыргызстанга тиешелүү жолду бууп алган дешет. Кыргыз тарап эл аралык уюмдарга кайрылып, укуктарын коргоп алса болот. Өзбек тарап күнөөлүү деп табылса, аскердик жана экономикалык санкцияларга кабылышы ыктымал. Эл аралык келишимдердин негизинде экономикалык санкция киргизе турган болсо, анда Өзбекстанды туш тараптан экономикалык жактан блокада кылып, эч кандай товар киргизүүгө жана чыгарууга Өзбекстан менен иш алып барууга тыюу салынып калат. Бир дагы мамлекет алар менен экономикалык жактан карым-катнаш кылууга тыюу салынган чечим чыгарылышы мүмкүн. Учурда кыргыз чегарачылары Өзбекстандын аскер күчтөрү кирип келген аймакты күчөтүлгөн режимде кайтарууда. Кыргыз-өзбек чегиндеги өткөрмө бекеттер жабык. Бир гана Кызыл Кыя бекети ачык. Ал жерден Өзбекстандын Соқ жана Шахимардан анклавдардын жашоочулары өтүшөт. Буга чейин аскердик күчтөрү чегарадан өтүп кирген эмес. Бирок ар кандай жаңжалдар чыгып келген. Кыргыз-өзбек чегинде такталбаган жерлердин узундугу 370 чакырымга жакын. Улукбек Кутманбаев, Рамазан Сушанло, Вести Бишкек. Ошол менен Ошто Кудай кааласа 24-нде улуттук деңгээлдеги күнүгө оппозиция кылды. Бир максат менен, бир муштуман менен. Мына ошондо кыялдан кирсин, кыялдан кирсин. Мына ошондуктан мен өзүмдө муштуман. Мен бир аттандымды, дакасы бар. Улуттук оппозициялык кыймылдын мүчөлөрү Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров жана 2010-жылы апрелде Таластагы нааразылык акциялардын уюштуруучуларынын бири Апрел Баатыры Дуулат Турдуналиевдердин бийликти басып алуу боюнча сүйлөшүүлөрү интернетке жарыяланган аудиолор Мамлекеттик коопсуздук комитети тарабынан жазылган аудиого дал келерин басма сөз кызматы маалымат булактарынан билдирип чыкты. Ал эми оппозициялык кыймылдын лидерлеринин бири Кубанычбек Кадыров бул дооматтарды четке кагып, бийликтин каралоосу катары баалоодо. Биз апарып камасын, ошо экспертте чыгып турбу, ошо экспертте бар бекен. Ал жерде мен өзүм уктум, күндө 3-тө келип уктум. Көчө мен өзүм аксыда сүйлөгөнүмдү аяктарга тартылган, ушундай эле запись болгон. Ошону анан тигин карда фальсификация болуп турганы, анан монтажданып турганы билинип турат да. Буга чейин Ички иштер министрлиги чуулгандуу аудио тасмаларда улуттук коопсуздукка шек келтирген жагдайлар аныкталса, чара көрүүлөрүн эскерткен.
Коомчулукта өлкөдө төңкөрүш болуп кетеби деген чочулоолор жанданып, бийликке дагы, оппозицияга да наразылык күч алганы байкалууда. Ал эми коопсуздук боюнча серепчи Токон Маматов азырынча мамлекеттик төңкөрүш же ыңкылап болууга жүйөлөр жок дейт. Ал революция болуш үчүн ал үчүн саясий кырдаал ошого туура келиш керек, экономикалык кырдаал жана көп багыттар бар да ошол себеп болду да. Мына бүгүнкү күнү анчалык деле эми жетишпегендиктер болуп эле ал бар. Бирок алар баягы ушундай бир төңкөрүш жасап, кайрада революция кылганга негиз жок да. Жалал-Абад облусунун Аксы аймагында 24 мартта өтө турган оппозициянын курултайы белгисиз мөөнөткө токтогону белгилүү болду. Бирок чек ара маселелери басаңдагандан соң кайрадан социалдык, экономикалык жана саясий талаптары менен мөөнөтсүз митингдерди баштаарын айтышууда. Анда деле төңкөрүшкө жол берилбери коомчулукта ишенимдүү деңгээлде белгиленүүдө. Саясат талдоочу Алмаз Акматалиев оппозициянын бийликке басып алуу менен эмес, шайлоо жолу менен келгени оңдойт. Оппозиция деле менин оюмча эгер бийликке келгиси келсе 17-жылда өзүнүн арасынан тың бирөөнү даярдап, жакшы программаны топтоп, адамдык ресурстарын, финансылык ресурстарын чогулуп алып туруп, шайлоонун негизинде жеңиш керек. Мындай баягы жөн эле дүрбөтө берди деп атат дегенден деле алысмын. Бирок анчалык терең маселе менин оюмча жок. Оппозиция бийликти басып алуу идеясы такыр эле жоктугун, бирок курултай митингдерди өткөрүп, президентти жана өкмөттү мөөнөтүнөн мурда кетирүү талабын көтөрөөрүн кабарлоодо. Буга чейин дагы Акаевдин жана Бакиевдин бийлигин оппозиция кулаткан болчу. Бирок анда бийлик элди укпай, өз билгенин кыла баштаганын тарыхчылар маалымдоодо. Азыр коомчулукта төңкөрүшкө шылтоо жок экени басымдуулук кылып жатат. Улукбек Кутманбаев, Рамазан Сушанло, Вести Бишкек. Кыргыз-өзбек чек арасындагы соңку кырдаал боюнча өзбек тарап расмий билдирүүдө куралчандарын жана техникаларын алып чыга элек. Кыргыз өкмөтү эки өлкө чегиндеги кырдаалдын жаралышында Орто Токой маселесине байланыштуу болушу мүмкүн деп божомолдоодо. Анткени ал объективни СССР маалынан бери Өзбекстан пайдаланып келүүдө. Өзбек тарап Кыргызстандан техникасын киргизип, оңдоп түзүүсүн суранган. Бирок Кыргызстан ага макул болгон эмес. Андан көп өтпөй акыркы кырдаал түзүлгөн. В ходе делимитации, когда выясняется... Орто Токойду Өзбекстан бүгүнкү күнгө чейин колдонуп келген. Аны өзүбүзгө өткөрүп алуу кадамы башталганда Өзбекстан бизге кайрылган. Суу сактагычтын дамбаларында жарака болушу ыктымал. Өзүбүздүн техника, адамдарды киргизип оңдоп берели деп уруксат сурашкан. Биз болсо эмне үчүн башка мамлекеттин ошондой суранышын аткарып, аларды киргизишибиз керек. Бул объект биздики болгон соң өзүбүз оңдойбуз деп жооп бердик. Анан канча каржылык каражат кетсе, ошону Өзбекстандан сурайбыз. Анткени сууну алар пайдаланып жатат деген элек. Ошондон кийин эле ушундай окуя чыгып жатат. 1992 жылкы келишим боюнча СССР курамындагы өлкөлөрдө салынган объектилер кайсы мамлекетте жайгашса, ошол жакта калмак. Мына ушул келишимдин негизинде Орто Токой суу сактагычы да Кыргызстанга тиешелүү болушу керек. Өкмөт атайын токтом чыгарып, Кыргызстандын чегиндеги объектилерди өзүнө каратаарын билдирди. Жалал-Абад аймагындагы Үңкүр тоодогу Кербен станциясы да Өзбекстанга берилип жатыптыр деген маалымат коомчулукту дүрбөткөн. Бүгүн өкмөт бул дооматтарды четке какты. Максатыбыз Уңгартоо деген Үңкүртөө өтпөйт эчкачан. Биз берген жокпуз аны. Бул туура эмес маалымат. Мен айтпадым, ал жерде лимитация иштери боло элек. Мындай участоктор 58 участогубуз бар. Анан эле Оштон, Баткенден, дагы Жалал-Абадтын башка жерлеринен чыгып эле ошентип эле башарамандык боло берсе, бул эмнеге алып келет? Тартип деген болуш керек да. Анан куру кыйкырык менен эле чыгып алып телевидениеден элдин алдында кыйкырган менен болбойт мунун баардыгы. Өзбек куралчандары турган Аксырын чаласартын Кыргыз тарап иштетип келген. Бирок тактала элек. Өзбекстан дал ушундай тилкелердин буга чейин эле 78-ин өз билемдик менен пайдаланып, айрымдарын 4 метрге чейин казып, тикенек зымдар менен тосуп алган. Басымдуусу Кыргызстандын такталган жерлери. Соңку кездерде Өзбекстан Кыргызстан менен чек ара маселеси боюнча сүйлөшүүгө келбей, өткөн жылы Кыргыз тарап 4 нота жөнөткөн. Бирок ага да жооп берген жок. Чек ара маселелери боюнча өкмөттүн мурдагы өкүлү Саламат Өзбекстандын сөзгө келбей жатышын документтердин дал келбешинен улам деп белгилейт. Эгерде макулдашууга жетишебиз, кандайдыр бир жылыш болот десе, алар сүйлөшүүгө келиши мүмкүн эле да. Ошондуктан мүмкүн өздөрү кандайдыр бир
өзлөрүнүн жолдорун издеп, ошондой сунуштарын даярлап атканы мүмкүн биз тараптан кандайдыр сунуш күтүп атканы мүмкүн. Эми ал өзү белгисиз нерсе, бирок ушу негизи сүйлөшүүлөрдүн мындай жыйынтыктуу болооруна көз жетпегендиктен жана сүйлөшүүнү уланта албай атканы болсо керек. Өзбекстан 1924-27 жылдардагы документтерин далил келтирсе, Кыргызстан 1955-89 жылдардагы документтерди жүйө келтирүүдө. Эки башка жылдардагы далилдер дал келбегендиктен 20 жылдан ашык мезгилден бери эки өлкө бир мунасага келе албай жатышат. Жалпы эки өлкөнүн чегенин узундугу 1378 чакырымды түзөт. Анын 1054 километри такталып, 324-ü чечилелек. Мындай тилкелерден 58-и бар. Улукбек Кутманбаев, Тилек Асхатбеков, Вести Бишкек. Кыргыз-өзбек чегарасында талаш жараткан Аксы районунун Чаласарт аймагында турабыз. Ушул тапта өзбек тарап дале БТРлерин алып кетелек. Азыркы учурда өзбек тарапта 2 БТР, биз тарапта 2 БТР бири-бирине карама каршы турат. Учурда унаалар ары бери ээн эркин өтүүдө. Бул жол Аксы, Алабука, Чаткал райондорун бириктире турган жол. Эки өлкөнүн ортосунда талашка түшкөн Чаласарт аймагында жалпысынан 50 гектардан ашык жер. Азыркы тапта өзбек чегарачылары кыргыз чарандарын паспортун текшербей өткөрүүсүн токтото элек. Паспортты көрсөткөлө атат да. Мындай көрсөтсөк койрот атат. Ана жок болсо жок, кана паспортуңар деп кичине бир эме кылып атат да. Паспортуңарды эми алып жүргүлө деп эскертип атат. Загран сурап атат. Анан бүгүн сал дерскийраак мамиле жасап атат бирок. Биз барганда туман каптап, өзбек чегарачыларын видеого тартууга мүмкүнчүлүк болбоду. Жашыруун тарткан видеолорго багым салсак, 20дай куралчан аскерлер кайтарып турат. Ал эми Кыргызстан чегарачыларына көптөгөн жарандар келип, ал абал менен таанышып, азык-түлүк жагынан колдоо көрсөтүп жатканына күбө болдук. Бирок кыргыз чегарачылары маалымат каражаттарына чыгарууга тыюу салууда. Ал эми жарандык активисттер да, чегара адистери да делимитация жана демаркация маселелери чечилмейин. Мындай жаңжалдар чыга берет дешет. Андыктан ар кандай провокациялар калдырбай, дипломатиялык жол менен чечүүгө чакыруушууда. Мына биз көптөгөн эл аралык уюмдарда да мүчөбүз, ошол аркылуу эл аралык келишимдерге таянып, анан маселени чечиш керек деп ойлойм. Жакында эле мына ОДКБнын күн тартибине коюлуп маселе каралды. Тиги төраган орун басары да Кыргызстанга келет деп атат. Аны да күтүшүбүз керек. Кыргыз тарап өзүнүн талаптарын койду, өзбек тарап өзүнүн талаптарга жообун күтүп атышат. Эми кырдаалга жараша биз мамиле кылышыбыз керек. Кече таңкы саат 7-ден тарта Өзбекстан аскердик техникаларын жана чегарачыларын чыгарып жатканын айрым маалымат булактары кабарлашууда. Мындай маалыматты мамлекеттик чегара кызматынын төрагасы Райымберди Дүйшөнбиев президент Алмазбек Атамбаев менен өкмөт башчы Темир Сариевке берген. Белгилей кетсек, 25 март күнү өзбек тараптын демилгеси менен эки өлкөнүн чегара башчылары ортосунда сүйлөшүүлөр жүргөн. Улукбек Кутманбаев, Адилет Марсбеков, Вести Бишкек.